28 марта, то есть пару дней назад, Тумсо Абдурахманов провел голосовой чат в Телеграм. В ходе этого голосового эфира он уделил очень много времени Закаеву, комментируя его интервью на канале украинского журналиста Карпенко. Хотел бы обратить ваше внимание на один интересный момент, где Тумсо зачитывает сообщение, пришедшее ему на бот обратной связи, и то, как он на него отвечает. Qisahundir Zakis Ellerg. Hinsler ikadirach dodaya masada wain qonakhi tsan mokhri khittirtua. Üç tsan khayna hsabiyat aydalan bolg besh barel. Amma tshabadu idodaya imaskhada busulnagan ziyenshtin baatser üç. Tsir armih khilarg Zakis Bohorg. Khudar ets kadirov tsakhwain qaman paydiya khirbu bokhsh. Додая масхада санна. По нашим данным, более 50 тысяч молодых чеченцев. Ну, я имею в виду разные Да, структуры. я понимаю. Да, я понимаю. Милиция, неведомственная охрана. Все. Да, да. Они все находятся под российскими шевронами. Они носят Россию. Это юридически сегодня она находится под российской юрисдикцией, эта страна. Да. Я этому отношусь очень практично, потому что мы, советские граждане, которые жили под советской оккупацией, мы делали то же самое. Вот то, о чем я вам сейчас привел пример. Чеченцы писали заявление и шли в Афганистан для исполнения интернационального долга. Однако, как только поменялась ситуация в Москве, в Кремле, кто возглавил первое национальное освободительное движение? Генерал стратегической авиации, дивизии ядерной, это самой стратегической авиации, генерал советской системы армии Джохар Дудаев стал первым президентом. Он стал первым верховным главнокомандующим чеченской армии. Он подписал указ 1 ноября о том, что будет следовать выполнению и исполнению воли народа, который на Конгрессе выразил за свободу и независимость. То есть это лидер и национальный лидер, человек, который служил верой и правдой, дослужился до генерала. Это первый генерал был, советский генерал, первый чеченец. До него генеральское звание вообще чеченцам не давали из-за того, что считали нас народом-предателем в советской системе. Это первый человек, который получил звание генерала. А те, которые оказались под российской оккупацией, они вынуждены взаимодействовать и сотрудничать. Поэтому мы к этому относимся с пониманием, но мы знаем, опять-таки, по аналогии, которую я только что привел, мы потрясли весь мир в 90-е годы, когда мы восстали и объявили и восстановили наше государство. Именно тех, кого турецкие чеченцы и иорданские чеченцы списали на русских, считали нас не мусульманами и не чеченцами. Однако это мы выиграли первую русско-чеченскую войну. Мы стояли там, и мы противостояли, и мы их победили. Совет Эйдля Беллой Бумяч Гуттардон советский нахил теперь пропаганда дон була бел волнах цен шей Бумяч волнах генерал Йохар волнах генерал дон Джохар и Гуттар шейса Бумяч дон цен хич волнах угар халт иш хала бөлер маршал ног або удерцунис и Эйлгер терге тагат حكمتها تعطينا بلشكا بيرشبوي وكديرو تش الش ايدل بالغ يقبش حلقن بال بيش بيرشتيغا دوقا نخمو بيدون اذا ما توري كديرو تش بوتا شقي نخمو بيتيغا وثاني يقع خير بودون اشتهم نسمة دلع تعمارشو نيق يق جيجر ما بلع ثاني يقع بيربو بوكسن مسألة درسو دارين سودي отстяхсон كي проблем сахитига. Так вот, Тумсо, отвечая на вопрос, говорит, что не видит ничего такого в том, что сказал Закаев. То есть он фактически согласился со словами премьера Ичкерии и даже пояснил от себя, что кроме матерых кадыровцев, в оккупированной Ичкерии есть и другие люди, и что в момент X из них тоже проявятся люди.
Все бы ничего, если бы не пост от Тумса двухлетней давности, где он опубликовал следующее видео. Я один из тех, который распевал в школах «Ленин жив, Ленин жив, Ленин будет жить». Джохар Дудаев, офицер, величайший сын чеченского народа. У нас еще последний сопротивленец находился в горах Хасуха Магаладов. Он, Джохар Дудаев, не к нему в горы пошел, он пошел в академию, закончил эту академию. И сегодня я даже на тех чеченцев, которые многие называют кадыровцами, это чеченцы. И я вас уверяю, в один день придет день и придет время, именно с ними мы будем и восстанавливать нашу государственность, и укреплять ее. Как слышно на записи, Закаев говорит фактически то же самое, что сказал в интервью Карпенко, что Джохар и Масхадов были из этой системы. Хотя в то время в горах Чечни все еще продолжалось сопротивление, и тут же он говорит, что те, кого сегодня называют кадыровцами, это чеченцы, и что когда придет время с ними, мы будем освобождать Ичкерию и восстанавливать ее. То есть Закаев, как и в интервью Карпенко, приведя в пример Дудаева и Масхадова, имел в виду тех, кто не запачканы чеченской кровью. Но в то время Тумсо это видео использовал для своей пропаганды, а спустя почти 2 года Всевышний опроверг его же собственными устами. И Элвертер, тагат, хокметя цатана белшка бершбуй, и кадыровцеш эльч, и айдал болх, и пачалган бол бяш берштига, дуканах мобуйдон. И саматёры кадыровцеш боца шак и нах мобуйцега. وإنسان يقع خير بدو اشتهم نسمة دلع تعمر شو نق يق جيجر ما بلع إنسان يقع بهربوبو أكسن إشت مصدر سوداري سودي أتستحسون قي проблем сахития. Тумсо уточняет, что Закаев приводил пример, что среди кадыровцев есть разные люди, помимо матерых кадыровцев. И что когда активизируется борьба на пути свободы, будут и среди них те, кто проявит себя. То есть 2 года назад Тумсо такой пример не понравился. Он делал усердие через то самое видео, пытаясь дискредитировать Закаева и его сторонников. И после всего этого сегодня, в марте 2025-го, он, как ни в чем не бывало, заявляет, что не видит ничего плохого в таком примере. Почему в марте 2025 года это можно было сделать? Ты смог с этим согласиться? А тогда, когда ты еще не успел наломать так много дров? Также хочу с вами поделиться реакцией Тумсо на слова Шамиля Албакова. Как видно на данном скрине, человек, написав, как продвигается ваша работа с вашими братьями-кафыровцами по восстановлению и укреплению чеченской государственности, имеет в виду слова Закаева, что он произнес на видео. Придет день и придет время, именно с ними мы будем и восстанавливать нашу государственность, и укреплять ее. В ответ на что Шамиль Албаков отвечает ему следующее. Шамиль пишет: «Сотни раз Закаев уточнял, те, у кого на руках кровь чеченского народа, с ними никаких договоренностей, для них суд и разбирательство по закону, по шариату, только те, кто не заморал руки кровью, смогут спастись». В том же видео, где Хусейн обнимает киргиза, Закаев это говорит. Как видишь, глубокие анализы делать не надо. Просто послушать другую запись, которая уточняет. А вы что, всех хотите порезать? А вот и реакция Тумсо на слова Шамиля. Тумсо опубликовал у себя в чате скрин и пишет: «У закаевцев только 2 опции по кадыровцам. Либо всех перерезать и залить все кровью, либо строить с ними государство и укреплять его. Логика. Или я ее убью, или женюсь на ней. Третьего не дано. А нельзя не делать с ними ни того, ни другого. Нельзя подвергнуть их люстрации, например». А теперь снова послушайте, как комментирует Тумсо такие же слова 2 года спустя. И Элвертер, тагат, хокметя цатана белшка бершбуй, и кадыровцеш эльч, и айдал болх, и пачалган бол бяш берштига, дуканах мобуйдон. И саматёры кадыровцеш боца шак и нах мобуйцега, وإنسان يقع خير بدو اشتهم نسمة دلع تعمر شو نق يق جيجر ما بلع إنسان يقع بهربوبو أكسن إشت مصدر سوداري سودي أتستحسون قي проблем сахития. Я переобулся.